сохранится вся гора и землица, всякий хвалить все живое, пяе кожный своим строем. Будем радоваться и веселиться, и прославлять Бога. Бо почем володарить Пан, Бог наш всемогутный. Аллилуйя. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан с вами и с Духом Твоим. Гэтай найсвятейшая ахвяра во ўторак пасля другой великодной недели будзе ахвяравана Пану Богу у наступных интенциях. Я буду молиться за помилованных Андрея, просячи милосердного Бога, ка подарю его життя вечному в Ісусі Христі, що з миром буде хвалувати эту святую интенцию Богу ведомой. Каб мы могли годно скласти гэтую наисвятейшую ахвяру, перепросим Пана Бога за наши грехи и слабости. Другая форма акту покаяния. Змилуйся над нами, Пане, бо сгражили мы супроть Тебе. Окажи нам, Пане, Твою милосердность и дай нам Твое споминание. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, Ты в великодных сакраментах дал нам задаток нашего воскрешения. Учини, просим, как мы обвящали мocу воскреслого Христа и могли стать удельниками Его володарства, яки с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Амен. Читание книги Дзеев апостолов. Усе тые, хто поверил, были одиное сердцем и душою, и никто не называл уласным ничего з маёмости своей, что ему належало, але усё у их было спольне. Апостолы с великой моцею давали сведчение про воскресение Пана Иисуса, и усе яны мели великую ласку. Не было сярод іх нікога, хто цярпеў бы нястачу, бо ўсе, хто валодаў зямлёю альбо дамамі, прадавалі іх і прыносілі грошы ад продажу і клалі да ног апостолаў. І раздавалася кожнаму паводле патрэбы ягодай. Юзап жа, якога апостолы называлі Барнабай, што азначае сын суцяшэння, левіт родам з Кіпру, продав землю, якую меў, принес гроши и поклал до ног апостолам. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Пан владарец, ён апрануўся ў веліч. Пан владарец, ён апрануўся ў веліч. Пан владарец, ён апрануўся ў веліч. Пан апрануўся ў магутнасць, і ёй падперазаўся. Пан
Дому Твоему належит святость на долгие дни, о Пане наш. Пан владарить, и Он оправдался в вере. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Так повинен быть услышанный Сын Человечий, как кожный, кто верит в Его, мел життя вечное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Яна. Хвала. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав Нікодиму, треба народитися наново. Дух віє там, де хоче, і голос його чуєш, але не відаєш, откуль приходить і куди йде. Так і з кожним, хто народився від Духа. Нікодим сказав йому отказ, як це може статися? Єсус, отказуючи йому, сказав, «Ти наставник Ізраїля і не ведаєш этого? Сапраўды, сапраўды кажу табе. Мы говорим про тое, што ведаем, і сведчым про тое, што ўбачылі, і сведчання нашага не прымаеце. Калі я сказал вам про зямное, і вы не верыце, то як вы поверыце, калі скажу вам про нябеснае? Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. І як Моисей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у яго, меў жыццё вечнае. Гэта слова Бога. Хвала Тебе, Христе. Нехай слово Святого Євангелія знімуть грехи наші. Я думаю, шмат хто з нас може зауважити об тим, що у Великодний період там читається книга Діїв апостолів, яка розказує об тим, як учні Христа після його воскресіння розвивають костюл Божий. Гэты костюл Божий не меў такой строгой структуры, не меў величных храмаў, не меў таких ярко выраженных догматаў яшчэ не на этот час. Але гэты касцёл азначаўся перадусім тым, што ён менавіта быў супольнасцю, эклезія. Тут зноў жа ёсць такая праблема у нас з гэтым касцёлам, словом касцёл, калі я говорю про касцёл з вялікай літары, як супольнасць. Касцёл, для якога важны перадусім не будынак, не зямля, але людзі. Людзі, якія закліканы быць сведкамі Христовым. Людзі, якія павінны закліканы нястомна вучыцца ад Хрыста, як жыць па-сапраўднаму. І гэтыя першыя хрысціяне азначаліся гэтым. Яны не мелі шмат, але умелі дзяліцца паміж сабой, былі салідарны паміж сабой, не былі абыякавымі адзін адносна другога. І гэта ім дапамагала сведчыць разам аб любові Божай, сведчыць разам аб жыцці вечным. Пусть усё для Отца Небесного наши покорные просьбы и молитвы. Молимся за святый костел, как неостомно обновлял свою веру, правду у воскресения. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за святаров, законников, законниц, как своим житцем давали приклад мудрого користання материальными добротами згодно с Духом Христового Евангелия. Тебе просим, Выслухай нас, Пане.
Молімся за застарелих людей, які не мають сродків на життя, каб отримали доброзичливою і безкорисливою допомогу. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнов, які не виконали ще обов'язок великодної сповіді, каб яны знайшли в собі сили визнати свої грехи, каб поєднатися з Богом. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, за всіх лікарів, які змагаються за кожне життя подчас цієї пандемії коронавірусу, каб Господь їм допомагав, умацовував їх руки, давав розум, одарував мудростю і узмацняв віру. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Помолимся за наших померлих, особливо за померлого Андрея, обмытый кровью Христа, и он вошел в Володарство Небесное. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных к алтаря Пана, как мы за отвагою и любовью обвящали правду об Господстве Христе. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты любишь нас, ученика, нашей верой, Твою любовь, наближала нас до Тебя, до наших братов и сестер у Христе. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Благословенный Ты, Пане Боже, сквозь свету, дякуючи Твою щедрости в этом хлеб, плод земли и працы рук людских, оферуем его Тебе, как и устал для нас хлебом життя. Благословен Ти, Боже, на віки. Достаємося до Твоєї води віна, дай нам Божу тіло Господа Христа, який прийняв нашу чоловічу натуру. Благословенный Ты, Пане Боже, сквозь свету, дякуючи Твою щедрости, мы отримали вино, плод виноградной лозы и працы рук людских, оферуем его Тебе, как и рушалось для нас на Твою духовную. Благословенный Ты, Боже, на веки. Из греху моего очисти. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет веру за рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, учини, как мы завсюду дякували Тобі, складаючи эту пасхальную ахвяру, нехай неспинное діяння ласки и откупления станет для нас крыницей вечной радости, праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами. Z Duchem Twoim У гору серце, uznosimy dla Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna wety i sprawiedliwa. Справді годно дякувати Тобі і справедливо славить Тебе, Святий Отче, бо один Ти Бог живий соправдний, бо тільки Ти спрадвічний і існуєш вічно, пробиваючи в недосяжному світлі. Тільки Ти один Боже добрий, і як криниця життя покликав сюди існування, как наполнить благословением Своей створения и радовать многих ясностью светла Твоего. Там, стоять перед Тобою незреченные куры голову, які в день і вночі служать Тобі, і, сузираючи хвалу Твоего обличчя, неоспинно Тебе славить. Так само и мы в захоплении прославляем имя Твое,
а разом з нами усё поднебесное створение нашими устами ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Славим Тебе, святый Ойче, бо великий Ты и все учинил мудро и с любовью. Ты створил человека на подобенство Свое и доручил ему в опеку весь свет, как служить Тебе, одиному Створителю, володарю над усими створениями. Коли ждем, праздне послухмяность, стратил Твою приязность, Ты не покинул его под владою смерти, але милосердно, да помог усім, как Тебе шукали и знаходили. Ты не однойче пропановывал людям заповед примирения и просторокуком обучил их чекать избавления. Отче святый, Ты так полюбил свет, что, коли настало полне часу, послал нам избавцу, одинородного Сына Твоего, який утіловлений от Духа Святого и народжений с Марии Павловной, жил подобный до нас людей во всем опроча враку. Убогим обвещал избавление, полонным вызволение, заслуженным радость. Как вспомнить Твою волю, он охверовал самого себе на смерть и своим из мертвых повстаний перемог смерть и одному житье. А как мы жили уже не для самих себе, але для Его, який за нас помер и воскрес, послал Он от Себе Отча, як перший дар верникам Духа Святого, який, здійсняючи справу Його у світі, сповняє усілякої освячення. Тому просим Тебе, Пане, как Дух Святый освятил эти дары, как стали они телом и кровью Пана нашего Иисуса Христа, для здійснення этой великой таємниці, якую Он покинул нам, як вечный заповедь. Коли настал час, как Иисус прославился пред Тебе, Отче Святый, полюбивши своих, які были на свете, до конца их полюбил, и коли споживали вечеру, взял хлеб, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет дано». Подобным чином узял келих, наполненный вином, подяку складал и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для прощения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя у Твоих. Пане, здесь нынче Теперь успомин нашего откупления,
мы вспоминаем смерть Христа и после поджигів от хлави. Вызнаем Его воскресение и ушествие до границы Твоей. И чекаючи Ягоного пристя у хвале, складаем Тобі, Боже, Ягоные тіло и кровь, як вяру приємну Тобі, и збавленную для всего світу. Узглянь, Пане, на ахвяру, якую Ты сам подрыхтовал Твоему костюму, и дай ласкаво усилий, кто будет споживать гэты один хлеб и пить за одного келиха, как собранные в одно тело Духом Святым, и яны стали живою ахвярой у Христе, на хвалу величия Твою. Памятай, Пане, про всіх, за кого складаємо Тобі гэтую ахвяру. Найперш про слугу Твоего, папу нашего Францишка, про біскупа нашего Тадеуша, допоможних біскупів Александра, Юрія, про всіх біскупів і про все духовенство, про всіх, хто складає Тобі ахвяру, про всіх тут присутних, про весь Твой народ і про всіх, хто Тебе щирим серцем шукає. Пам'ятай так само про тих, хто одійшов з гэтага світу у супокої Христовим, і про всіх померлих, віру яких один Ти ведав. Ласкавий Отче, усім нам, дітям Твоїм, допоможи досягнути небесної спадщини з найсвятейшою Панною Богородицею Марією, со святим Юсифом, її обранником, з Твоїми апостолами і святими у владарстві Твоїм, где з усім скланем, визволеним от тлену граху і смерті, ми будемо славити Тебе, про славу нашого Ісуса Христа, раз якого Ти одорваєш світ усілякими добротами. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Божа, Владыча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошла их хвала, празу все веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими и не изъявляемся, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яким мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво спокой у дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от врагу и захованы от всякого неспокою, чекая исполнения счастливой надеи и престя, збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: спокой повидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зложай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и пусть ласкавый, сгодно с Твоей волей, одарить его спокойной едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай всюди буде з вами і з Богом Твоїм. Передайте ближньому знак спокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na sobie grzechy światu, одари нас спокоем.
Вось вороны Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословенные и покликанные на вечернюю любовь. Пани, я не важно, как ты думаешь, что меня, а я скажи только слово, и будь здоровья душа моя. Треба было, как Христос терпел и воскрес, и так увойшел в свою славу. Аллилуйя. Молимся. Милосердный Владыча, слухай наши молитвы, и ученика по делу таямницы откупления да помогал нам ужить часовые, и привел нас до радости вечной, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай Божие благословение да поможе нам трвать у верной тій любові, нехай да поможе неоступно исти за Христом. Пан с вами. Благословение Богу Всемогутного, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется на завсюди. Идите в супокою Христа. Дякую, Богу.